Друзья, приветствую вас на своем канале Словения с Хельга Вайт. Недавно я задумалась о том, почему в Словении так мало толстых людей. Если вы приедете в Словению и погуляете здесь по городу или поедете в какую-нибудь маленькую деревеньку, вы практически нигде не встретите по-настоящему толстых людей. Здесь практически нет людей, страдающих ожирением. И даже просто тучных людей вы практически не встретите. Все мои знакомые, они все среднего спортивного телосложения. И я недавно задумалась, а почему же здесь такое происходит? Потому что если мы посмотрим кадры из Америки, то там очень много людей, страдающих ожирением. Понятно, что там очень много фастфуда, но с другой стороны, где этого фастфуда нет. И если вспоминать Россию, то тоже там очень много полных людей. И люди, которые движутся к 40 годам или немного старше, они уже, большинство из них склонны к полноте. Но в Словении ты просто как будто бы забываешь, что есть на свете очень тучные люди. И вот я недавно об этом задумалась и даже составила себе список выводов, почему же здесь по-другому. И давайте посмотрим, к каким выводам я пришла. Если эта тема вам интересна, то призываю вас подписываться на канал, ставить лайки и делиться своим мнением в комментариях. Возможно, вы с чем-то будете не согласны, или у вас есть какое-то свое мнение, и вы поделитесь им со мной. Первое, что приходит мне в голову, это, конечно же, питание. Несмотря на то, что в Словении тоже есть фастфуд, есть там какие-то хот-доги, какие-то шавермы продают, есть Макдональдс. То есть достаточно много таких точек, где продают фастфуд. Но все-таки словенцы питаются правильно. Они не питаются фастфудом каждый день, может быть, по каким-то праздникам, не знаю. Ну, как бы нету такого, чтобы здесь фастфуд был вашей постоянной едой. У словенцев всегда есть завтрак, есть обед, есть ужин. Люди, живущие в Словении и посещающие работу каждый день, например, которые ходят в офис, они там имеют обед, и это означает, что они обязательно пойдут на обед. Нет такого, чтобы они пропускали обед или как-то в сухомятку перекусывали на рабочем месте. Всегда есть часовой обед, причем работодатель всегда работнику компенсирует обед, и люди идут в столовую или в ресторан. И всегда есть специальное меню, где есть и первое, и второе, и салат, и соки, или чай, или просто вода, и люди нормально питаются. И еще хотела обратить ваше внимание, что здесь, когда идешь на какой-либо праздник, а я вот побывала на огромном количестве славянских праздников, я побывала и в ресторанах, и на каких-то домашних вечеринках, и где-то мы там на барбекю были за городом. И хочу со всей ответственностью заявить, что здесь нету обжорства, нету такого, чтобы всех там усаживали и всех там кормили горячим, чтобы такое что-то было основное блюдо, какие-то закуски. Такого здесь вообще нет. Здесь, как правило, устраивают шведский стол, и каждый человек может подойти и что-то себе выбрать. И обычно так едят, стоя с тарелочкой и выпивая там по бокальчику, например, вино или шампанское, или кто что любит. На детском день рождения тоже, кстати, также какие-то такой типа шведский стол, какие-то орешки, какие-то закуски, обязательно будет торт, соки, но не будет такого, чтобы вот всех детей посадили и начали там чем-то там таким вот плотным, тяжелым, жирным кормить. Такого здесь нет. Все как-то так легко. И даже если это будет за городом и какое-то будет барбекю, как-то каждый знает норму, никто не переедает. Как бы нету такого, что нужно прям вот
наесться до отвала, чтобы тебе там впрок был, чтобы ты ушел с праздника очень-очень сытым. Все предпочитают побольше общаться и поменьше есть, скажем так. И еще можно отнести второй пункт к категории питания. Но это не совсем питание, а питье. Словенцы очень много пьют воды. Вот реально как бы они считают, что нужно как можно больше пить воды. Вода помогает обмену веществ в организме, и вода помогает даже излечиться от многих болезней. И даже когда ты придешь к врачу с какой-то там, может быть, незначительной своей проблемой, например, с мигренью, хотя для кого-то это достаточно значительная проблема, все врачи советуют пить как можно больше воды. И даже я на своем опыте один раз убедилась в этом, что пить много воды – это полезно. Однажды у меня было плохое самочувствие, и я не могла понять, что же со мной не так. То ли голова болела, то ли какая-то тревожность у меня была, какая-то дрожь была во всем теле, как-то что-то такое непонятное со мной творилось, я чувствовала общее недомогание, но не могла понять, в чем дело. Вроде температуры нету, вроде все было хорошо, все было как бы, я была здоровой, и вдруг в одночасье я почувствовала себя как-то плохо. И ко мне как раз в этот момент зашла словенская подруга, и я с ней поделилась, рассказала ей о своем самочувствии. И она мне сказала: а ты воду пила? Ну, я сказала: ну да, наверное, я там сколько-то воды пила, но не так, чтобы много. Она говорит: прямо сейчас вот бери, наливай воду и прям пей при мне. И вот пока она у меня была в гостях, я выпила, наверное, 4 или 5 стаканов воды. И мне реально стало намного легче. И я убедилась, что вода – это сила, и она улучшает обмен веществ в твоем организме. Третьим пунктом, конечно же, я хочу обратить ваше внимание на то, как словенцы относятся к спорту. Спорт – это часть их жизни. Многие словенцы ходят в горы, многие бегают. Я уж не говорю про велосипед. Велосипед – это даже, можно сказать, в повседневной жизни даже спортом не считается, потому что на нем просто очень удобно передвигаться. Вместо того, чтобы садиться на автомобиль, тратить бензин, искать свободную парковку, например, в центре города, или оплачивать парковку, легче просто взять велосипед и отправиться за покупками, на прогулку, по делам, просто на велосипеде. И это очень удобно. Кстати, Любляна занимает второе место в Европе по количеству велосипедов. И Словению в этом плане обходят только нидерландцы. Здесь с малых лет дети уже садятся на велосипеды или на какие-либо ролики, или на беговелы. То есть спорт здесь как часть жизни. И еще интересно, что несмотря на то, что Словения маленькая страна, всего лишь 2 миллиона жителей, но словенцы занимают очень высокие, достойные места во всяких международных турнирах, олимпиадах. Это просто удивительно. Зимой здесь очень популярен лыжный спорт, летом велосипед, плавание, природа прекрасная. И все способствует тому, чтобы люди занимались спортом. Вот это я бы поставила на 3-е место. Ну и следом, конечно же, за спортом, 4-м пунктом хочу отметить, что люди не подвержены такому огромному стрессу, как, например, в России. Люди чувствуют себя более безопасно, более защищенно, более уверенно. Они рассчитывают свое будущее, и они его видят, они его представляют, и они не так нервничают, как в той же России. Например, если человек теряет по каким-либо причинам работу, он знает, что в течение 6 месяцев
он будет стоять на бирже труда и будет получать достойную компенсацию. И в течение 6 месяцев у него есть достаточно времени найти новую работу. Конечно, в Словении очень высокая стоимость недвижимости, но с другой стороны, есть возможность гражданам Словении брать ипотечные кредиты под очень низкий процент. Также страна безопасна, не страшно выйти на улицу, не страшно вечером прогуляться. Я, конечно, не говорю, что здесь прям все идеально, и вы тут, как в раю, абсолютно живете без стресса, но объективно стресса здесь намного ниже, чем даже в соседних европейских странах. И, конечно же, так как меньше стресса, люди не стараются его заесть и, соответственно, от этого не склонны поправляться, не склонны увеличивать свой вес. И еще хочу добавить, хотя, может быть, этот пункт кому-то покажется незначительным, но мне кажется, что он тоже очень важен, что словенцы придерживаются режиму в своей жизни. Они встают очень рано и ложатся тоже очень рано. И их жизнь подвержена определенному ритму. В определенное время они идут на работу, в определенное время у них обед, ужин, сон, отдых. Все в определенное время. То есть режим жизни, он тоже способствует тому, чтобы люди не набирали лишний вес. Следующим пунктом я хочу отметить, что люди умеют нормально расслабляться и хорошо отдыхать. Выходные проводят всегда с семьей, с детьми, куда-то путешествуют, заранее планируют свой отпуск и заранее бронируют отели. Предвкушение отпуска – это тоже в какой-то степени отдых. И, например, в выходные, в воскресенье здесь даже не работают магазины. У словенцев есть традиция, что в воскресенье они должны обедать всей семьей. И в воскресенье даже продавцы отдыхают и проводят свое время в кругу своих близких. И то, что люди умеют отдыхать, и отдых очень разнообразный. Можно путешествовать, можно заниматься каким-то хобби, можно заниматься спортом, проводить время с детьми, а не просто сидеть и наедаться перед телевизором. То есть жизнь настолько разнообразна, она такая яркая, даже без еды. И это тоже, конечно же, способствует тому, чтобы люди поддерживали свою физическую активность и находились в хорошем состоянии. И последним пунктом хочу отметить, что секс в жизни словенцев занимает не последнюю часть их жизни. Люди находятся в меньшем стрессе, много отдыхают, и у них есть время для любви. Друзья, вот к таким выводам я пришла. Если вам есть что добавить, то обязательно делитесь своим мнением в комментариях. И не забывайте, пожалуйста, ставить лайки и подписываться на канал. Пока-пока, до новых встреч!